Михайлова Чемерини, 5 Б класс. Тема опыт разведения кроликов в условиях экстремального климата, неотопляемом помещении. Разводить их — это трудоемкая работа. От хозяина требуются специальные знания, терпение, главное — любовь к животным. Актуальные темы. Кролиководство считается скороспелой отраслью животноводства. Они плодовитые, быстро растут, а их мясо содержит большое количество витаминов, аминокислот и белков. Помимо мяса, хозяйственное значение имеют кроличьи шкурки и пух. Кролиководство — это занятие, которое прививает любовь к животным, учит быть ответственным и заботливым. Цель исследования — наблюдение устойчивости и выносливости домашних кроликов в зимних условиях Крайнего Севера. Задачи: изучить литературу о кролиководстве, сравнить кролика и дикого зайца, ознакомить с зимним рационом кролика, описать условия и содержание в зимний период на примере нашей семьи, подготовить краткую методичку, рекомендацию по содержанию кроликов в условиях Крайнего Севера, методы исследования, изучение литературы, наблюдение, практическая работа, анкетирование, обработка материала. Объект исследования — домашние кролики. Предмет исследования — разведение кроликов в неотопляемом помещении в зимнее время. Гипотеза: возможно содержать кроликов в неотопляемом помещении в условиях экстремального климата. Мы провели мини-опрос среди школьников. Из опроса мы выявили, что среди домашних животных кролик особо не популярен, мало освобождены навыки содержания кроликов. Есть желание заниматься кролиководством, но нет возможности. Мы нашли различия кроликов от дикого зайца. Кролик. Плодовитые могут плодиться круглый год. Новорожденные крольчата полностью беспомощны без своей мамы. Могут прожить до 15 лет. Линяют, не меняя стандартного краса. Привыкают к своему хозяину и с удовольствием сидят на коленках. Не имеют навыков строить гнезда на земле. Не выживают в дикой природе. Дикий заяц. Плодятся летом, зимой нет. Зайчата рождаются с открытыми глазами и полностью покрыты шерстью. Могут прожить до 2 лет. Не меняют свой крас при сезонной линьке. Не подойдут к людям и не дадут себя погладить, строить гнезда на земле, имеют навыки для выживания. Таким образом, кролик и дикий заяц внешне похожи, но по признакам, по образу жизни совсем разные. Мы завели кроликов в 2019 году. Это было 4 матки и 1 самец. Сейчас их 70 голов. Они выдерживают температуру до минус 50 градусов. Наши кролики зимой живут на улице в просторном неотопляемом помещении. Он обтянут дифференцировкой и рожденным брезентом. Мы их кормим 3 раза в день. Положительные стороны содержания кроликов зимой: не требует дополнительных средств на постройку теплого сарая, улучшает шерсть кроликов, становится более упитанным, так как и в рационе преобладают концентраты. Питомцы не размножаются, когда световой день становится коротким. В связи с распространением пандемии коронавируса мы придумали кролики на прокат. Дети были счастливы. Заключение. Я вела наблюдение за своим питомцем и в результате сделала несколько выводов по уходу содержания кроликов. Думаю, что они помогут тем, кто надумает приобрести пушистого питомца. Подходящая клетка. Они должны содержаться в чистоте. Корм и вода в клетке должна быть постоянно. Для избегания стресса у животных не делать резких движений. Нельзя громко разговаривать или кричать. Правильно держать кролика в руках, часто, но тихо и ласково разговаривать с ним. Таким образом, при условии соблюдения всех правил и особенностей в зимний период в неотопляемом помещении содержание кроликов возможно. Данная работа может послужить короткой методической рекомендацией кролиководам в условиях Крайнего Севера. Спасибо за внимание.